Осталось всего 3 дня для подачи заявки на участие в конкурсе грантов главы Республики Коми социально ориентированных НКО. 31 марта в 23 часа Минэкономрегиона завершит прием документов. Ожидается, что в конкурсе примут участие более 150 НКО. На реализацию лучших социально значимых проектов по 12 направлениям победители получат грант до 1 миллиона рублей. Ольга Коняева подробнее. Все велосипеды оснащены полностью всевозможными лямочками и поддерживающими устройствами. На каждого ребенка мы поначалу используем, прикрепляем ручки, прикрепляем ножки. Крепление, спинка, родительская ручка и 3 колеса. Эти велосипеды специальные для детей с ограниченными возможностями здоровья. На таких ребята могут сначала с поддержкой, а потом и самостоятельно почувствовать себя настоящими велосипедистами. Приобрести спецтранспорт фонду «Сила добра» удалось благодаря гранту главы Коми в прошлом году. 696 тысяч рублей. 20 детей до 15 лет научились управлять. 9 ребятам велосипеды передадут бесплатно. В этом году фонд снова участвует в конкурсе грантов. Новый проект называется «Могу я и моя семья». Это система зарядок для семей, в которых есть особенные детки. Цель проекта – охватить и родителей в том числе, которые совершенно забывают о себе, пока заботятся о жизнесбережении здоровья ребенка с тяжелыми диагнозами и о здоровье других своих здоровых детей. Поэтому мы за здоровье семьи в целом. В общей сложности это будет просто зарядка, но зарядка, которая будет под руководством инструкторов, и зарядка в комплексе. Помимо того, что мы делаем зарядку на территории нашего фонда здесь, на месте, на Бабушкина, 11, мы будем проводить онлайн. Такие возможности будут предоставлены, если мы выиграем грант, и это все сложится. Больше 11 лет работы с тяжело больными детьми. Программы для каждой семьи и ребенка индивидуальные и обязательно в комплексе. Вот и новый проект фонда «Сила добра» будет проходить под руководством инструктора вместе с логопедом-психологом, педагогом дополнительного образования при контроле невролога. Если получится выиграть грант, то заниматься правильной зарядкой смогут и семьи из районов республики. Проект попадает в число приоритетных направлений конкурса. Каждый год у нас определяется приоритетное направление. В текущем году это охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Те СОНКО, которые осуществляют приоритетное направление деятельности, они смогут претендовать на получение гранта в размере до 1 миллиона рублей. По другим социально значимым направлениям, всего их 12, грант составит до 700 тысяч рублей. Сумма зависит и от срока существования НКО. Для участия в конкурсе нужно открыть свой личный кабинет на портале «Гранты главы для социально ориентированных НКО», заполнить заявку, прикрепить скан копии устава организации. Все проходит в электронном формате, в том числе независимая экспертиза, рассмотрение проектов и отчеты о реализации. Будет оцениваться и актуальность проекта, и те мероприятия, которые предусмотрены, и смета, бюджет проекта. То есть большой комплекс оценок. Проект будет оценивать 2 независимых эксперта, 1 проект, и уже итоговый балл будет по итогам оценки 2 экспертов. Ну и победителей, конечно, конкурса мы объявим в июне. В Коми порядка 1200 НКО, 2/3 социально ориентированные. Одна из старейших организаций школа-студия «Радужка». 30 лет Центр художественного творчества, как говорят сами педагоги, помогает развивать внутренний мир детей с помощью авторской программы. Сейчас здесь около 400 юных творцов. Юбилейная выставка достижений откроется 5 апреля в Национальной галерее. Это художественно-эстетическое направление, то есть у нас там и живопись, и графика, и декор, и мировая художественная культура, и скульптура, то есть очень широкий блок. Новый проект «Радужки» – рождение северного мифа, совместный с Международным союзом педагогов-художников. Это будет электронная площадка популярного сегодня дистанционного обучения. Тема «Культура народов Севера». Итогом образовательной программы будут эссе и выставка художественных работ не только в электронном, но и в реальном пространстве. Сначала мы обучаем руководителей, педагогов, обучаем учащихся, а потом на основе этого обучения мы предлагаем принять участие в конкурсе. То есть это комплексное мероприятие, и цель его не выявить лучшего, а, скорее всего, провести просветительскую работу.
На грант главы Коми для социально ориентированных НКО уже подано 26 заявок, еще 130 в доработке. Бюджет конкурса в этом году 51 миллион рублей. Проекты пройдут независимую оценку. Состав экспертов 34 человека республиканского и федерального уровня не разглашается. Подать документы на конкурс можно до 23 часов 31 марта. Ольга Коняева, Олег Жуковский, телеканал Юрган.